Продолжает наш эфир выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот некоторые темы. Сельское хозяйство получит всю необходимую поддержку для организации зимовки скота. Глава Якутии провел в Чурапчинском районе совещание о ходе кормозаготовительной кампании в заречной группе улусов. В селе Актемцы Хангаласского улуса завершается строительство здания школы совместное с детским садом. Объект станет примером того, какой должна быть школа в сельской местности. Сколько книг за лето прочитал ваш ребенок? Расскажем, как заинтересовать ребенка чтением. На сегодняшний день обстановка с лесными пожарами относительно стабильная, сообщили на утреннем брифинге по лесопожарной обстановке. За прошедшие сутки в республике ликвидировано 10 очагов на общей площади более 600 тысяч гектаров. На данный момент действует 88 лесных пожаров. За сутки локализовано 9, тушится 36. Всего на работу по ликвидации задействовано более 2000 человек и 394 единицы техники. На особом контроле находятся очаги в Усть-Майском и Среднеколымском районах. А в Хангаласском улусе сегодня в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами и локализацией всех очагов отменили режим чрезвычайной ситуации. Сельское хозяйство получит всю необходимую поддержку для организации зимовки скота. Глава Якутии провел в Чурапчинском районе совещание о ходе кормозаготовительной кампании в заречной группе улусов. По итогам обсуждения Илдархан поручил правительству республики выделить бюджет для того, чтобы в ближайшее время начать транспортировку сена. Также выделить дополнительное финансирование для того, чтобы полностью обеспечить кормами сельское хозяйство. В целом по республике заготовлено 247 тысяч тонн сена, что составляет 54% от доведенного плана. Нехватку сена планируется восполнить за счет работы мобильных бригад, которые уже сегодня работают на отдаленных участках. Это позволит набрать порядка 40 тысяч тонн. Кроме того, сено будет закуплено в Амурской области, Забайкальском крае и Магаданской области. В этом году в столице республики ремонтируется и реконструируется рекордное количество дорог. Их общая протяженность составляет порядка 50 километров. Темпы работ по сравнению с прошлыми годами гораздо выше. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсен Николаев на объезде дорог, на которых идут ремонтные работы. Как он отметил, сейчас 70% первого слоя, 50% второго слоя асфальтового покрытия уже уложены. Глава сегодня ознакомился с ходом работы на Старопокровском тракте, где работы идут на улице Кульбертинова. Она соединяет микрорайоны ДСК и птицефабрику. По улице Ивана Кульбертинова будет не только сделана пешеходная дорожка, но будет и велодорожка. В этом году вообще впервые в Якутске появятся велодорожки. Это у нас объездное шоссе будет с велодорожкой сделано. И вот улица Ивана Кульбертинова, которая соединяет ДСК и птицефабрику. В общем, это тоже очень важная, такая современная, новая струя в, скажем так, улично-дорожной сети города Якутска. Я рад, что такие объекты у нас начали появляться. Помимо этого, глава региона ознакомился с обустройством общественного пространства на Талом озере. Масштабный объект работы, по которому велись почти 3 года, на сегодня практически готов. Остались такие работы, как подключение освещения и установка фонтанов на озере. В завершение объезда Айсен Николаев посетил один из дворов улицы Лермонтова, где вовсю идут работы по обустройству дворовой территории. Как сказал руководитель республики, совместно с администрацией города запускается проект «Мой двор», по которому каждый год 30 дворов столицы будут реконструироваться. В этом году закончат работы на 15 дворах, еще на 15 работы только начнутся. И уже в следующем году будет обустроено 45 дворовых территорий. Геологи Вилюйской экспедиции наращивают темпы поисковых работ. В приоритете у специалистов юг и север Мирнинского района. В районе Айхала работают несколько групп. В последний раз масштабные работы там проводились еще в советский период. Но сейчас геологи решили провести ревизию ранее изученных мест, чтобы обработать пробы с применением новых знаний и технологий. Но для этого нужен материал, и его нужно добыть. О том, как это происходит, в данный момент расскажет Роман Муконин.
Научный десант геологов выгружает в труднопроходимых местах приполярной тайги. Здесь мужчины проведут несколько месяцев. Методы поиска алмазов в таких условиях ничем не отличаются от тех, что были 50 лет назад. Все так же ручной труд и скрупулезный поиск хоть каких-то частиц ценных кристаллов и их спутников, которые укажут правильное направление движения. В нашей партии проводятся поиски на алмазов в Далдыно-Лакитском алмазоносном районе. Это в непосредственной близости от Айхала, недалеко от Мунского месторождения. Сейчас у нас там работают 5 поисковых отрядов, и сейчас только начинают поступать пробы, вывозятся, и эти пробы поступят в лабораторию НИГП. Там они обработаются, и результаты уже получат наши камеральные группы, которые уже нам и скажут, что они видят, локализуют эти места. И по сути, итог такой, что они должны сказать, что вот в этом месте мы видим, что должна быть трубка. Их работа – настоящий квест – разгадать загадки природы и открыть ее тайны. Вот что привлекает людей в эту профессию. Таежная романтика тоже присуща геологам и в наше время. Удивительные красоты вперемешку с мошками и комарами. Такое выдержит не каждый. Но эти люди терпят трудности ради блага общества и страны. Знают, от результата их работы зависит будущее компании «Алроса» и рабочие места в том числе. Мы сейчас получаем лицензию на Мыбайскую площадь. Она расположена примерно в 30-40 километров к югу от Мирного. Мы работаем вокруг нашей столицы, Алмазного края, но при этом действительно мы серьезно нарастили активность как раз по северным площадкам. Это и Муна, и Айхал, и Удачный получили новые лицензии. И как раз там надеемся на новые открытия, но продолжаем работать в Малобытовинском районе, где у нас лицензия действует еще 5 лет. Нам необходимо за этот срок ответить на все вопросы, которые стоят перед нами. В суровых условиях приполярной тайги поисковые отряды геологов проведут еще 2 месяца. После настанет зимний перерыв, который позволит подвести итоги и скорректировать направление до заветной цели – открытие месторождения. Роман Муконин, Олег Гроханов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19. В Якутске зарегистрировано 82 заболевших, в Мирнинском районе 8, в Момском 7, в Мегино-Кангаласском и Чурапчинском по 6, в Ямиконском 5 случаев заражения. Еще в 19 районах выявлено от 4 до 1 заболевших. В селе Актемцы Хангаласского Луса завершается строительство здания школы на 220 мест, совмещенной с детским садом на 100 мест. Вице-премьер республики Сергей Местников ознакомился с ходом строительных работ и отметил, что объект станет примером того, какой должна быть школа в сельской местности. Возведение нового здания школы-сада началось в 2019 году в рамках национального проекта образования. На данный момент стройка почти завершена, в основном идут косметические и отделочные работы, а также сборка мебели. В строительстве задействованы и выпускники школы, около 40 человек. На месте старого здания школы разбили газон и планируется сделать сквер выпускников. Дети из пострадавшего от пожара села Бяськёль прибыли во Всероссийский детский центр «Океан». Всего на отдых в федеральный детский центр прибыли 19 детей. Это дети из Горного района Намского, Усть-Алданского и Хангаласского, Татинского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов. Минувшим днем они успешно прошли регистрацию и заселились в дружины детского центра. Напомним, что других детей также ждут вылеты в детские центры страны. Так, 25 и 26 августа 56 детей отправятся в Артек, а 1 сентября 70 детей поедут в Орленок Краснодарского края. Сегодня утром мы прилетели во Всероссийский детский центр «Океан». Нас очень хорошо встретили, тут очень приветливые люди. Первым делом нас накормили, распределили на отряды, а после обеда нам провели экскурсии по территории. Мы увидели другие дружины и поиграли с ребятами в игры, познакомились, и в конце дня у нас был общий огонек, после чего мы разошлись по комнатам.
Сколько книг за лето прочитал ваш ребенок? Интересуются мамы школьников. Правильного ответа на этот вопрос нет. Педагоги говорят, даже не обязательно читать рекомендованный список по школьной программе. Важно, чтобы ребенок просто читал. А как заинтересовать его, выясняла Олеся Васева. А таких, как Алина Милованова, говорят, книгу из рук не выпускают. Ученица 4 класса не забросила чтение даже в каникулы. Читает каждый день. Я сама решила почитать. Нам никогда ничего книжки не задавали, просто говорили: почитайте летом. Вот, например, как вот эта большая хрестоматия с 1 по 4 класс. Много сказок, есть старые сказки, есть уже новые. Любовь к чтению поддерживает мама. У девочки всегда новые книги, собирает свою коллекцию. И такой подход правильный, говорят в детской библиотеке. Чтение не должно быть повинностью. Знаете, как это происходит? В мае месяце идет ребенок или мама большим пакетом, несет нам список, в котором там 25 или там 48 книг. И ребенок каждый день, видя то, что у него предстоит, мне кажется, наверное, немножко, не то, что теряется интерес, наверное, немножко настроение становится не таким радостным от лета, да? Поэтому летом можно отойти от школьной программы и читать, что хочется. Это мнение разделяют и учителя. Но забывать на все лето о чтении все же не рекомендуют. Когда ребенок читает, он мыслит, он решает, он вообще развивается. Поэтому без чтения никак нельзя. Может быть, это будет легкая литература, детективы какие-то, приключения, фантастика. Когда-то надо же читать свои любимые книжки. Читать по списку все же придется. Старшеклассникам объемные произведения 10-11 классов за учебный год не осилить. Надо начинать заранее. Педагоги придумывают свои лайфхаки. Я всегда рассказываю ребятам о том, какие книги летом прочитала я, чтобы ребята знали, что когда я даю им список книг на лето, я составляю подобный список для себя. Мотивировать могут и родители. В инстаграме нашего канала большая часть высказалась за необходимость чтения. Но опять же, без давления. Если не можете замотивировать ребенка без ущерба для его психики, то заставлять не стоит. Летом, конечно, не так требовательно, но надо. Чтение никогда не вредило. Другое дело, надо литературу подбирать по возрасту и вкусу. Дайте детям хорошие книги, и они полюбят чтение навсегда, говорят литературные эксперты. Книга должна быть в твердом переплете, с яркими иллюстрациями и понятным текстом. И пусть она будет далека от классики, главное, чтобы ребенку нравилось. Ведь даже единороги и супермены могут привить любовь к чтению. Олеся Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.